Товарищи офицеры, сегодня знаменательный день, мы у Кондрашкина в гостях и официальное открытие памятника. Давайте слово дадим Виталию Петровичу, он сам по званию старший. Да. Виталий Петрович, вам слово. Ну, что могу сказать, да, действительно, это грандиозное мероприятие. Я считаю, что первый царь Волжского, волжский булгар на чувашской земле, на родине, на границе. И мы действительно должны помнить нашу историческую предание или предков, своих предков. И поэтому мы всегда готовы участвовать в этих мероприятиях. Поэтому мы сегодня таким с удовольствием огромным приехали на открытие этого великолепного, можно сказать, памятника. То есть это получается восстановление исторической правды. Да, потому что историю мы должны знать, историю нашу изучать. Если народ, который изучает свою историю, у него будет будущее. Все, вот. Спасибо. Так, Василий Михайлович, а что вы можете добавить от себя такое сакраментальное? Ведь памятник – это живое воплощение памяти. Да, мы, конечно, очень рады быть сегодня на такой замечательном таком мероприятии, которое проводят такие наши великие люди. Действительно, кто такой Катрак, кто такие потомки Волжской Болгарии, мало кто знает в России. Это была такая политика, затемняющая, чтобы не знали, кто такие были богатыри, кто такая была самая развитая, богатая республика Волжская Болгария. Поэтому заслуги предков Волжской Болгарии присваивают и другие народы. Есть такие соседи наши татары, да, они говорят, мы выходцы Волжской Болгарии. Но это не так. Многие сотни писателей, ученых, путешественников, которые доказывают, что именно выходцы Волжской Болгарии, предки это чуваши. На это приводится очень много примеров, доказательств. Но пока сегодня таких признаний нету по России. Поэтому мы должны стараться, чтобы нас признали не только по России, и по всему миру. Но мы устанавливаем этот памятник и тем самым провозглашаем, в семье народов мы не последние. В семье других народов у нас тоже есть, были, которые вождями этого народа. Так ведь, согласны? Да, да. Это историческая правда. То есть мы в семье народов входим торжественно этим памятником. Так, Юрий Витальевич, ваша речь. Я что могу сказать, Олег Самонас, сегодня очень великий праздник для всего болгаро-чувашского народа. Сбылась мечта к нам, всего чувашского народа, потому что сегодняшний день этот памятник считается открытым, к нам вернулся наш царь. Это не какой-то утопический, это реальный был наш царь Катрак в 7 веке. И мы очень гордимся, что вот такой памятник на территории Чувашии появился. Ну, называется, настало время, чтобы вот такой памятник появился. Ничто на этой грешной земле не бывает случайно. Сегодня очень великий праздник. Я думаю, это у нас только первый царь на территории Чувашии появился. Потом за ним он, Катрак, первый основал Волжскую Болгарию. После него брата. У нас есть, да, вот у меня на груди эта медаль, это Кубрата, его сын. После него были и Алмуш, там еще цари были, и еще много было. Аспарух не здесь командовал. И Эрнак, там много выдающих цари были на территории Волжской Болгарии. Но первый основал Волжской Болгарии это Катрак. Это величайшее событие для болгаро-чувашского народа. Я горжусь, так, что а давайте вот здесь рядом Симбирская земля и Чувашская республика. Давайте-ка краеведу из Симбирска дадим речь. Ваша речь. Кирюш Николай Николаевич, тоже краевед, отечественный писатель, 3 книги написал как раз. Вот я именно вот у его отца я был на земле, где он похоронен, на могиле, это Перешепино, Полтавская область, на Украине был, была Перешепино. Именно, я, наверное, не хвастаюсь, я, наверное, один, наверное, швас, наверное, был там, именно где похоронен Кубрат.
в 11 году был, до войны, что было. В школе был, это везде разговаривал, это в администрации был, снимал там вот как раз. У меня и книги тоже там стою, там самое интересное. Вот такие вот. Ну вот рад ему, он, конечно, уже, он давно, лет 15 лет тому назад уже хотел поставить и Кубрату, и Катраку, все это, все, времени не было, вот. Ему вот надо было помочь деньгами, возможности не было, а то все на свои деньги, все один. Вот надо бы сегодня создали фонд, надо бы как-то вот помочь, и чтобы вырык поставили. И вырык поставили. Николай Николаевич, Вот наш, так, наш главный идеолог. друзья мои, давайте речь дадим самому главному писателю Чувашии. Без его это... Юхмамиши, вам речь. Выросла. Я что хочу рассказать. В 1991 году я как ученый впервые был приглашен в Дунайскую Болгарию на международный форум истории болгар международного значения. И я немного опоздал к началу, меня встретили, и вот уже конференция идет, и вот объявили, что вот только что приехал представитель Волжской Болгарии, народный писатель Чувашии Михаил Юхма. И весь зал встал и аплодировал именно мне, не мне лично, а мне как представителю Волжской Болгарии. И я тогда узнал, что в мировом масштабе Волжская Болгария не погибла. Царь, когда Бунская империя распалась, это племена, собравшись на территории Северного Кавказа и Азовского моря, создали великое государство, это Великая Болгария, царь Кубрат. Считается, что он умер в 551 году, 556 году или 560 году. После у него было 5 сыновей, 2 сыновей погибли в боях, защищая болгарские племена, а 3 сыновей после смерти отца разделились на 3 части. Аспарух ушел с племенами, подвластными ему, на Дунай и создал болгарское государство. Основанием считается 661 год. И вот они этот год праздновали, я помню, 1300-летие Дунайской Болгарии. Они праздновали очень широко. И вот Катрак, его чуваш, видимо, называли Катрабата, вот слово это Катра, ушел со своими племенами на территории, в сторону востока, на территории Поволжья, создал великое другое государство, Волжскую Болгарию. Почему бы не считать нам тоже создание Волжской Болгарии 1661 год, как и Дунайские болгары одновременно. И сегодня большой праздник. Мы впервые ставим памятник, открываем памятник великому создателю великого государства, царю Катрабу. А вот этот день, 30 июля, может быть, всемирно нам сделать надо все, чтобы этот день считать началом создания Волжской Болгарии. Возрождение Волжской Болгарии. Правильно, да. И вот я об этом хотел сказать. На самом деле величественный памятник. И я очень благодарен и скульптору, нашему другу Кондрашкину, писателю, скульптору и администрации Шемушинского района. Ведь есть люди, ничего Которые не пошли навстречу. остерегаясь, взяли до себя всю эту ответственность, эту великую миссию. Величественный памятник, на самом деле, я очень горд, что сегодня мы открываем памятник великому нашему патше Катрагу. Вот этот памятник, это восстановление нашей правдивой Вот я и истории. говорю,
сегодняшнего дня можно считать, что мы как народ уже возвысились как следует по нашему достоинству, как мы достойны славы, почета, уважения, как народ мы уже вернулись к былому величию. Я очень рад, очень рад. Да будет так, друзья мои. Шапла Шапла булдыр, шапла булдыр, шапла булдыр. Тогда удовольствие, Михаил Николаевич. Будет возможность, я отдельно книгу напишу, как мы создавали памятник великому нашему отцу. Интересно еще вот что дунайские болгары называют своего царя Каном. Не хан, а кан. Кан. А это другая часть, которая ушла впоследствии, этот Кавказские горы, это современные Карачаи и Балкары, и хазары называют как Каган. Пирим Патша. А волжские болгары называют Патша. Патша. Это очень древнее, это величественное слово. Падишах. Да, Слово да. падишах, это великое, великое слово. Вот кто не читал книгу, как это, «1001 ночь», там же Патша, везде Патша, везде падший. Падишах, это Патша. А наши истории, видимо, писали историки. Да, Патша, это Сказки. величественное Там слово. жили как раз. Именно Патша. И то, что слово Патша здесь вот звучит, просто меня радует, как музыка в моей душе моей. Даже Чувашская республика перечвашла. Патшалах. Патшалах. Вот я написал. Государство. В этом книге Зинде, чувашской Зинде тоже. Патша, вот именно Патша, я Патшалах. Ялгалге, Ну, Патша. Красиво тоже. Вот я, написав книгу «Древние Чуваши», я тоже, я думаю, сделал правильное дело. Это, и потом я начал писать о самых поворотных моментах исторической романы, и в том числе об эпохе Кубрата и эпохе Катрага тоже отдельные романы есть. Так что любители, кто хочет читать, пожалуйста, читайте книгу «Древние Чуваши» и романы, это исторические романы. Спасибо, передадим всему народу. Да.